Невер, Амурская область. И я еду в Магадан. Мой друг уехал в Магадан. Снимите шляпу, снимите шляпу. Уехал сам, не по этапу, не по этапу. Не то, чтоб другу не везло, не чтоб кому-нибудь назло. Не для молвы, что молчу так, а просто так. Ой, должно быть, кто-то скажет зря, как так решиться, всего лишиться. Ведь там сплошные лагеря, а в них убийцы, а в них убийцы. Ответит он: не верь молве, их там не больше, чем в Москве. Потом уложит чемодан и в Магадан. Не то, чтоб мне не по годам, я б прыгнул ночью из электрички, но я не еду в Магадан, забыв привычки, закрыв кавычки. Я буду петь под струнный звон о том, что будет видеть он, про то, что в жизни не видал, про Магадан. Мой друг уехал сам с собой, с него довольно, с него довольно. Его не будет бить конвой, он добровольно, он добровольно. А мне удел от Бога дан, а может тоже в Магадан уехать с другом заодно и лечь одно. Уже прошел полтинник после детства, уже душою все труднее раздеться, уже все чаще хочется гулять не за столом, а старым тихим парком, в котором в сентябре уже не жарко, где молодости листья не сулят. Где молодости листья не сулят. Уже старушки кажутся родными, а девочки, как куклы заводные, и Моцарта усмешка все слышней. Уже уходят за полночь соседи, не выпито вино, и торт не съеден, и мусор выносить иду в кашне. И мусор выносить иду в кашне. В дом наш как-то туча забрела, и стекла, со стекла мы свои дожди
я да ты вдвоем. Уже прошло лет 40 после школы, и мир моих друзей давно не молод. Не обошли нас беды стороной, но ночь темна, а день, как прежде, светил. Нам внуков нарожали наши дети, пусть наша осень станет их весной. Пусть наша осень станет их весной. Уже прошло лет 30 после свадеб. Уже не мчимся в гости на ночь глядя, и бабушек приходим навестить на день рождения раз, и раз в день смерти. А в третий раз, когда сжимает сердце желание внучатами побыть, желание внучатами побыть. Уже прошло полжизни после свадеб. Друзья, не расходитесь, Бога ради. Уже нам в семьях не до перемен. Но пусть порой бывает очень туго, но все же попривыкли мы друг к другу. Оставим мель-помеле, горечь сцен. Давайте не стесняться старых стен. В дом наш как-то туча забрела, и стекла, со стекла мы свои дожди переживем. Я да ты вдвоем. Мы свои дожди переживем. Я да ты вдвоем. Что мы знаем об Якутии, о Колыме? Можно ли туда добраться на машине? Есть ли дороги вообще? Перед этой поездкой я прошерстил интернет, посмотрел немало видео на YouTube и нарвался на эти фотографии про дороги Якутии. Что не говори, а страшновато, что видишь на этих фото. Думаешь, неужели до сих пор дороги такие? Но на самом деле не все так плохо. На своих видео я хочу показать все более-менее детально, что может ожидать того, кто окажется в этих краях и на этих дорогах. Проехав трассу Лена туда-обратно, скажу прямо, здесь больших проблем не должно быть. От Невера до Нижнего Бестяха около 1150 километров. Нижний Бестях на правом берегу реки Лена. На другой стороне, немного по косой, по течению реки Якутск. Мой совет
1150 километров ехать в 2 дня с ночевкой где-то посреди дороги. Это и не утомительно, и с удовольствием. Когда смотришь чужие видео, то пытаешься гадать, где это на трассе, в какую сторону человек едет. Непонятно, на север, на юг. В моем случае вы получаете привязку к местности. Посмотрите на нижнюю строку с геолокацией. Указана дата, указано время. Сразу скажу, что для Якутии накиньте 6 часов. Я на видеорегистраторе в московском часовом поясе. Теперь о геолокации. Если увидели что-то и хотите знать, где это на карте, на каком километре дороги, забивайте в Яндекс.Поисковик, Яндекс.Мэпс. Например, какой-то North 54, 06, 38 и East 124, 18, 20 с пропусками. Не знаю по какой причине, иногда в таком случае поисковик показывает какой-то километр трассы, иногда не показывает, но с этим жить можно. Мой совет: перед поездкой надо хорошо потрудиться с картой, узнать как можно больше про маршрут, где есть АЗС, есть ли парковки вдоль трассы, как часто, про населенные пункты и так далее. По своему опыту знаю, что ужасно обидно, что, вернувшись из поездки, потом узнаешь, что по незнанию проехал мимо какого-то интересного места. Это одно из моих самых заветных желаний — посмотреть Россию от края до края, посмотреть Якутию, Колыму, от края до края. В одном краю я живу, это 67-й регион России, один из самых западных, а Магадан 1009 на восток, 8 часовых поясов. Добраться сюда совсем непросто. Во-первых, чтобы путешествовать, надо к этому иметь интерес. Признаюсь, что я малость помешан на этом. Мне уже, слава богу, под 70. Больше 25 из них я прожил далековато. Там-то у меня появилась эта страсть к путешествиям. В те годы, когда я там жил, побывал в Японии, в Австралии, в Африке, Намибии, Египет, Марокко. В Южной Америке был, Перу, Чили, Боливия. Все-таки машина — это великое дело. Можно жизнь прожить и мечтать побывать где-то. Машина помогает реализовать эту мечту. Помимо транспорта, немало того, что еще удерживает. Эти деньги, на такое расстояние потребуется немало. Потом, где останавливаться, во что это обойдется, еще семья, еще жена, что скажет, и как дети. Но я free as a bird. Свободен, как птица. Дети повыросли. Жена давно уже в свободном плавании. После жены-то я и начал путешествовать по-настоящему. На большие расстояния, на продолжительное время. Но это только присказка. Дорога дальняя, остальное по ходу дела. А чтобы путешествовать, главное начать, решиться, остальное приложится. Где начинается трасса Лена, или по-другому А360? Это уже понятно без объяснений, в Невере. Иногда есть советы заехать в Сковородино, затариться продуктами там. Я тоже туда решил заглянуть. Это на Транссибе, но не на трассе Амур. Дорога туда паршивая, щебенка, пылище. Магазины так, чтобы по делу не попадались. Чтобы не терять время, советую оставаться на асфальте, ехать по трассе Амур до пересечения с трассой Лена и
без заезда в Невер, где 0 километр, и начинать путь на север к Нижнему Бестяху здесь. Пересечение трассы Амур и трассы Лены. Это всего километрах в 6 от Невера на север. Что еще надо держать в уме, если вы направляетесь в Якутск или Магадан? В обоих случаях придется переправляться через Лену по дороге в Якутск или через Алдан по Колымской трассе. Середина июня, мой совет, и после, до сентября, это самое время. Лед к этому времени сошел, паромы начинают работать с утра до вечера. До Нижнего Бестяга, кроме дорожного строительства, препятствий не было. Кое-где мосты ремонтируют, есть объезды. По сухому времени, где дорожные работы, самый главный бич – это пыль. Если видите дорожные работы на трассе А360, то это цветочки по сравнению с тем, что будет на трассе Колыма. Здесь в ремонте без асфальта может быть километров 150, но 200 максимум. Так что Лена – это, можно сказать, за первый сорт. Вот такая красотулечка. Трасса А300 Лена. Ну, отъехала еще недалеко от основной дороги, от Невера. Первое место будет Тында. Ух ты, вон там разворотили гору под дорогу. Здорово, красиво. До Тынды пилить километров 150. Тында — это столица Бама. Там, по-моему, стыковой рельс устанавливали, когда с востока и с запада двигались. Вот что, Баранов, мы выдвигаем тебя на ответственное дело. Завтра к нам приезжает американское телевидение. Будет брать интервью у первого попавшегося советского человека. Вот ты и будешь этим самым первым попавшимся. А вторым нельзя? Нет. Только первым. Зато в отпуск пойдешь летом. Соглашайся, Юрочка. А если не соглашусь? Тоже летом пойдешь. Другую работу себе искать. Понял. Все в порядке. Когда я должен им попасться? Погоди. Давай сначала мы сами тебя проверим. А то ты там такое ляпнешь. Все наплачемся. Гласность гласностью. Сядь. Спасибо. Вот, скажем, задают они тебе вопрос. Сколько у вас детей? Что ты ответишь? А что я отвечу? Откуда я знаю? Скажу, сколько есть, все мои. Нет. Сколько у тебя детей официально? Один. Ну вот. А они спрашивают, а почему только один? Почему? А потому что квартира маленькая, а зарплата еще меньше. Ты что? С ума сошел? Зачем ссоры из избы выносить? Надо же по-умному отвечать. Ты скажи, что это от того, что у нас в стране очень хорошо с противозачаточными средствами. Конечно. Понял? Пошли дальше. Вот
Вот, допустим, тебя спрашивают. За границу вы часто ездите? Каждый день. Утром туда, вечером обратно. Нам не до шуток, Баранов. Они серьезно могут спросить, почему ты за границу не ездишь. Почему? Да потому что пока одних врачей обойдешь, уже чувствуешь себя ненормальным идиотом. Ты что, с ума сошел? Говори, что тебя за границу вообще не тянет. Скажи, что у нас в стране еще не все посмотрел. Или еще лучше, ты можешь сказать, что любишь путешествовать на собственной машине. Ну да. С моей зарплатой мне на машину 20 лет пахать надо. Ты скажи, Баранов, ты наш человек или не наш? Наш. Тогда думайте хоть немного. И последнее. Вот они спрашивают с улыбочкой. А как дела с ширпотребом, с одеждой? Скажу, что все нормально. Хожу весь в импорте. А они спрашивают, а почему отечественные не носите? Скажу, что отечественного ничего не досталось. Все расхватали. Ну вот, наконец-то соображать начал. Умница. Молодец. И еще. Если на какой вопрос ответить не сможешь, говори. Я на провокационные вопросы не отвечаю. Thank you. Well, скажите, вы за границу ехать можете? Пожалуйста. Что за вопрос? Хоть завтра. Is it easy? И никаких препятствий? Никаких. Наоборот даже. Все помогают. Даже неудобно. Не успеешь прийти? Микрофон, пожалуйста. Не успеешь прийти, а тебе уже говорят. Катись на все 4 стороны. А, куда? Например, катись. Да хоть в Америку, хоть в Японию. And where exactly А куда will конкретно you go вы with со your своей wife женой this в этом year? году покатитесь? Куда в этом году? В этом не знаю, как получится. Но я собрался в Париж, а жена рвется в Улан-Удэ. Ну, так что, наверное, выберем что-нибудь среднее в этом году. Ну, наверное, опять поедем к тетке в Тулу. Сколько у вас детей? 1. Почему только 1? Не потому, что зарплата маленькая, а квартира еще меньше. Что болтаешь? А потому, что у нас в стране самые лучшие противозачаточные средства. А легко ли их достать? Все, ребята. Я на провокационные вопросы не отвечаю. Я вчера закончил ковку, и я 2 плана залудил. И в загранкомандировку от завода уходил. Копоть сажу смыл, под душем съел холодную езя. И инструктор послушал, что-то можно, что нельзя. Там у них пока что лучше бытово. Так чтоб я не отчебучил ни того. Он мне дал прочесть брошюру как наказ, чтоб не вздумал жить там с дуру, как у нас. Говорил со мной, как с братом, про коварный зарубеж, про поездку к демократам в польский город Будапешт. Там у них уклад особый, нам так сразу не понять. Ты уж их, браток, попробуй хоть немного уважать. Будут с водкою дебаты, отвечай. Нет, ребят, демократы, только чай. От подарков их суров отвернись. Мол, у самих добра такого завались. Он сказал, живя в комфорте, ты экономи, но не дури. И гляди, не выкинь фортель, сухомятки не помри. В этом чешском Будапеште уж такие времена, может, скажут, пейте, ешьте, ну а можете не рожна. Ох, я в Венгрии на рынок похожу, на немецких, на румынок погляжу. Демократки уверяли кореша, не берут советских граждан ни гроша. Но буржуазный, зараза, там все же ходить по пятам. Опасайся пуще глаза, ты внебрачных связей там. Там шпионки с крепким телом, ты их в дверь, а не в окно. Говори, что с этим делом мы покончили давно. Но могут действовать они не прямиком.
Шасть в купе и притвориться мужиком, а сама наложить тола под корсет. Ты проверяй, какого пола твой сосед. Ну тут давай его пытать я, опасаюсь маху дам. Как проверить? Лезть под платье, так схлопочешь по мордам. Но инструктор парень дока, деловой, попробуй срежь. И опять пошла морока, про коварный зарубеж. Я популярно объясняю, гляни вешт. Я к болгарам уезжаю в Будапешт. Если темы там возникнут, сразу снять. Бить нельзя их, они вникнут, разъяснять. Но я ж по-ихнему ни слова, ни в духу и ни в тую. Молод мне, так я любовь своего перекую. Но ведь я не агитатор, я потомственный кузнец. Да я к полякам в Улан-Батор не поеду, наконец. Сплю с женой, а мне не спится, дусь, адусь. Ну ж, может, я без заграницы обойдусь. Я ж не ихнего замесу, я от этого сбегу. Я на ихнем не пельмес, не гугу. Дусь дремлет, как ребенок, накрутивший бигуди. Отвечает мне спросонок: знаешь, Колик, не зуди, что это, коль больно робок, я с тобой разведусь. 20 лет живем бок о бок, и все время дусь и дусь. Обещал, забыл ты нечто? Ну, хорош. Что клеенку с Бангладеш ты привезешь? Сбереги там пару рупий, не бузи. Мне хоть черта в ступе привези. Я уснул, обняв супругу, Дусю нежную мою. Снилось мне, что я кольчугу, щит и меч себе кую. Там у них другие мерки, не поймешь, съедят живьем. И все снились мне венгерки с бородами и с ружьем. Снились Дусины клеенки цвета беж и нахальные шпионки в Бангладеш. Поживу я, воля Божья, у румын. Говорят, они с Поволжья, как и мы. Вот же женские замашки, провожала, стала петь, оттутюжила рубашки, любо дорого смотреть. До свидания, цех кузнечный, аж до хвостика родной. До свидания, план мой встречный, перевыполненный мной. Пили мы, мне спирт в аорту проникал, я весь путь к аэропорту проикал. К трапу я сзади в спину быталай. Ну на кого же ты нас покинул, Николай? Вторая серия называется «Случай на таможне». На Шере Метьева в ноябре 3-го Метьева условия не те. Я стою встревоженный, бледный, но ухоженный, на досмотр таможенный в хвосте. Стоял сначала, чтоб не нарываться, ведь я спиртного лишку загрузил. А впереди шмонали уругвайца, который контрабанду провозил. Крест на груди в густой шерсти, толпа как хором ахней. За ноги надо потрясти, глядишь, чего и звякнет. И точно ниже живота, смешно да не до смеха, висели 2 литых креста 15 века. Ох, как он и сетовал, где законы нету, мол, я могу, мол, опоздать на рейс. Но Христа распятого в половине 5-го не пустили в Буэнос-Айрес. Мы все-таки мудреем ход от года. Распятие нам самим теперь нужны, а не богатство нашего народа. Хотя, конечно, пережиток старины. А раньше мы во все края, и надо, и не надо, дарили лики, жития в окладе без оклада, из пыльных ящиков косясь, безропотно устала. Искусство древнее от нас бывало и сплывало. Доктор зуб высверлил, хоть слезу мистер лил, но таможник вынул из дупла, чуть поддев лопатою, мраморную статую, целенькую, только без весла. Общупали заморского барыгу, который подозрительно притих, и сразу же нашли в кармане фигу, а фиги вместо косточки триптих. Зачем вам складень, пассажир?
Купили бы за 3 в Березке русский сувенир. Гармонили матрешку. Мир, дружба, прекратить огонь. Попер он как на кассу. Козе баян, попу гармонь и конам папуасу. Тяжело с истами, контрабандистами. Этот, что статуи был лишен. Малый с подковыркой, он цыкнул зубом с дыркою, сплюнул и уехал в Вашингтон. Как хорошо, что бдительнее стало. Таможня ищет ценный капитал, чтоб с золотинки с ним бы не пропало, чтоб бы гвоздок с распятий не упал. Таскают кто иконостас, кто крестик, кто иконку. Так веру в Господа от нас увозят потихоньку. И на поездки вдалеко, навек бесповоротно, угодники идут легко, пророки неохотно. Реки льют и потные, весь я тут и вот он и я. Слабых ли таможни интерес? Правда, возле щиколот он синий крестик выколот, но я скажу, что и это красный крест. Один мулла трептих запрятал в книге. Да, контрабанда, и это ремесло. Я пальцы сжал в кармане в виде фиги. На всякий случай, чтоб пронесло. Арабы мы нынче, ну и ну, Европу побежали, а мы в 6-дневную войну их очень поддержали. Они к нам ездят неспроста, задумайтесь об этом. И возят нашу Христа навстречу с Магометом. Я пока здесь еще, здесь мое детище, все мое и дело и родня. Лики, как товарищи, смотрят понимающие с почерневших досок на меня. Сейчас, как вытрезвители ханыгу, разденут стыд и срам при всех святых, найдут в мозгу туман, в кармане фигу, крест на ноге и кликнут понятых. Я крест царапывал, кляня судьбу себя все вкупе, но тут вступился за меня ответственный по группе. Сказал он тихо, делово, такого не обшаришь, мол, вы не трогайте его. Мол, кроме водки ничего, проверенный наш товарищ.
Thank you.